В чем специфика вашей работы, суть ее, в чем заключается? Суть, она на самом-то деле простая. В первую очередь, когда речь идет о любой живой организации, о любых живых людях, очень четко нужно разделять те задачи и проблемы, с которыми сталкивается сам собственник, и те проблемы и задачи, которые в рамках этой первой проблемы решает наемный менеджер. Вот. Мы решаем, как правило, первую задачу, чтобы она работала эффективно на собственника. А вторая задача, чтобы при этом, скажем так, был баланс интересов между собственником и наемным менеджером. То есть чьи интересы вы защищаете? Вот, например, у вас будет мероприятие в бизнес-центре каком-то, там будет мультимедийная доска, вы там будете показывать слайды. Для кого? Для собственников компании или все-таки для их топ-менеджеров? Скажите, а как вы сами думаете, чьи интересы надо защищать? Всех не. А вот давайте посмотрим немножко теперь с другой стороны. Вот самые даже удачные, креативные и так далее, топ-менеджер, он в своей жизни минимум 5-6 раз может поменять работу, и каждый раз он уходит с большим повышением. А вот теперь скажите, а у кого больше возможность поменять, именно сделать это? У этого топ-менеджера или у собственника? Он что, может каждые 5 лет менять свой бизнес? Нет. Тогда чьи интересы в первую очередь надо защищать? Да, бизнесмена, человека, который... А теперь вопрос второй, это же не просто бизнесмен. А вот теперь давайте посмотрим, а чья ошибка будет сказываться на людях больше? Ошибка собственника или ошибка наемного менеджмента? Если, допустим, количество работающих у вас 300 человек. Но если хозяин бизнеса совсем лежит под пальмой и никогда не влазит в бизнес, то, наверное, людей, которые... Знаете, это вот одна из химер, которые говорят именно об этом. Потому что хозяин действующего бизнеса никогда, не может лежать под пальмой, он там никогда не лежит. А если он под нее лег, значит, его бизнес уже давно не его. А как же те люди, которые говорят, я успешный миллионер, отдал свой бизнес на аутсорсинг, и теперь вот езжу по миру и на Форде Мустанг. Вот кризис 2009 года, он показал, что все, кто так говорил, они были вынуждены бегом вернуться в весь свой бизнес. Вот. Но, к сожалению, 70% этого возврата был неудачным, потому что бизнес требует постоянной и серьезной работы. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Андрій Тисленко. Це дуже відомий бізнес-тренер. Він приїхав з Росії в Україну буквально на кілька днів. І ми дякуємо BPT Conference за те, що вони дали нам можливість мати безкоштовне ексклюзивне інтерв'ю в ток-шоу «Бурковська з плюсом». Я трішки почитаю прес-реліз, який мені принесли, нагуглили буквально щойно. Тысленко Андрей Григорьевич, человек-оркестр. Он из тех людей, о которых принято говорить, если талантлив в одном, то талантлив во всем. Андрей Григорьевич не просто профессионал и специалист с большой буквы. За что он не возьмется, все у него получится. Ну и дальше 5 сторінок А4 про заслуги, винагороди, регалії і список його задач, які він втілює дуже добре. Повчитися ми збираємося сьогодні в ефірі Європа Плюс, що і зробимо буквально за кілька хвилин. Сьогодні на Європу Плюс ексклюзивно завітав Андрій Тисленко, лікар для бізнесу, людина, що вміє навести порядок у справах людей, які до нього звертаються. Доброго вечора ще раз. Здравствуйте ще раз. І знову така має бути дружня відстань до мікрофону, трішечки ближче. Можете його навіть підсунути. Андрій, що ви робите взагалі? Чим займаєтесь? Мы помогаем собственникам, на самом деле, в первую очередь посмотреть на то, как оно есть, а не то, как ему кажется. Раз. Второе, когда он это, наконец, с ужасом осознает, мы ему даем рабочие инструменты, которые позволяют не только наладить свою работу, но самое смешное, это обеспечить то, что бизнес будет на его семью работать долго. Потому что абсолютно большинство случаев, почему мы этим еще занимаемся? Потому что как только он перестал работать, это всегда его бизнес у него отнимают, растаскивают и так далее, и семья остается ни с чем. Мы как раз делаем то, что полностью исключает эту ситуацию. А чому люди до вас приходять? Приходят по разным причинам. Некоторые рано или поздно понимают, что сдают нервы, силы, нет возможности. Раз. Третье, начинает серьезно бояться даже тронуть кого-то у себя в компании. Это все синдром уже того, что это уже частично не твоя компания. Четвертое, всерьез задумываются о будущем. Вот. А когда вот это все начинает так у них закипать, они приходят к нам. Вас називають доктором Хаусом. Так от в Гуглі кілька разів я зустрічала це прізвисько. Чому? Наверное, потому что мы делаем то же самое, что и он. Сначала мы делаем полную диагностику и говорим полную правду. А она, как правило, знаете, не совпадает с тем мультиком, который у человека в голове. Но самое главное другое, что есть хотя бы малейшая возможность оставить компанию в живых, мы эту возможность приводим в реальность. А як розпізнати симптоми, що в бізнесі щось не так?
Симптомы? Ну, первый симптом – это когда тебе кажется, что ты весь свой бизнес знаешь досконально, раз. Второй симптом – когда все твои менеджеры говорят тебе, что ты самый лучший, самый уникальный, начинают с тобой советоваться, но на самом деле ты начинаешь понимать, что тобой просто манипулируют. А самое главное и серьезный симптом – это когда ты начинаешь бояться кого-то уволить. И после этого начинаєш бояться за будущее своєї сім'ї. Вот это самый серьезный симптом. А ви можете назвати ті кілька найбільш розповсюджених проблем, які вимальовуються у більшості ваших пацієнтів? Первое, я могу так сказать, что самое смешное, что чем больше человек думает о том, что он знает, как работает его бизнес, на самом деле практически он его не знает. Особенно это касается компаний там 200, 300, 400 человек. Когда ему кажется, что управляет, вот наша статистика говорит, что на самом деле реально управляет не он, а управляет 2, 3, 4 человека, которых он, как правило, не знает. Вот. В-четвертых, есть чисто такая экономическая штука. Если у тебя темп роста маржинального дохода равен нулю, и все факторы, о которых я говорил раньше, начинают тебе уже казаться и быть видным, то на самом-то деле это вот как раз все эти симптомы, о которых можно говорить. Скажіть, які у вас ексклюзивні інструменти для вирішення проблем? Ви чимось відрізняєтеся від інших спеціалістів? Бо зараз розвелося надзвичайно багато тренерів, коучингів, якихось майстер-класів, які обіцяють допомогти з бізнесом. Я могу сказать следующую вещь. Да, вы абсолютно правы. Сейчас такое сложился рынок и такая ситуация, что любая девочка 25-26 лет, закончив определенный курс, начинает говорить о том, что она уже бизнес-тренер. Либо наоборот, человек, который ни одного дня не работал в бизнесе, тоже считает себя бизнес-тренером. Хотя бывают, конечно, исключения. В чем особенность? Дело в том, что если смотреть чисто с профессиональной точки зрения, что одни тренеры знают, допустим, там, как работать со структурой, другие знают, как работать с системой мотивации, третьи знают, как работать с людьми и так далее. А особенность нашей компании в том, что нам удалось разработать те методики, которые позволяют это делать в комплексе. Это раз. Ну и самое главное, да, мы применяем уникальные методики. Вот, допустим, те методики анализа организационной структуры, которые мы применяем, те параметрические методы анализа людей, то есть мы оцифровываем людей, мы можем сравнить между собой руководителей, подчиненных, сотрудников между собой. Мы можем это делать не на уровне там хороший, плохой, лучше, хуже, а на уровне цифровых показателей. И все наши методики защищены патентами в Всемирном технологическом институте ЮНЕСКО. Ну, це вражає, але що можете, наприклад, сказати про мене? Що у мене, як бізнес буде складатися? По мені видно, ви можете просканувати? Я могу сразу сказать, на самом-то деле. Вот смотрите, женщина, раз. Ну, во-первых, скажем так, постоянно повторяющаяся работу вы, наверное, будете делать лучше, а вот состояние опасности и неопределенности вы будете действовать менее точнее, чем мужчина. Во-вторых, ну, скажем так, а какие у вас, собственно, социальные лекаря? Если, допустим, там у вас есть ребенок 7-8 лет, когда вам есть за кого отвечать, и у вас еще более или менее профильная специальность, вы будете более или менее надежным сотрудником. А если у вас нет ни первого, ни второго, ни третьего, то даже если у вас будет энтузиазм, рано или поздно он пропадет, а фирма должна работать каждый день. Тобто ви не радите топ-менеджменту мене наймати як працівника? Ну, понимаете, здесь есть еще такая штука. Вот устойчивая статистика, она говорит о том, что, допустим, самые лучшие генеральные директора, а вот, как ни странно, это мужчина 38-42 года. Менеджмент среднего звена самый лучший. Это обычно от 30 до 38. Как ни странно, самые лучшие линейные руководители, то есть вот те, которые стоят на первичке, они на самом деле это 25, 26, 27 лет. И знаете почему? Чому? Потому что они еще много не знают, что это невозможно, и просто берут и делают. На дурака. И выходит, что так цікаво. Самое смешное, да, нужна вот здоровая степень безбашенности. Вот вначале она есть. Слухайте, то я хороший спеціаліст. Я молода, у мене 2-річна дитина мала, и я за неї сама відповідаю. Здесь специалист уже хуже, потому что с 2-летним ребенком надо сидеть. Так у мене няня цілодобова. Так это уже хорошо. І відповідальність платити няні, дбати про дитину. Це ж... Слушайте, у вас масса социальных якорей. Кстати, анализом социальных якорей, анализов всех факторов, которые влияют на устойчивость работы человека, и в том числе его личные характеристики, начиная там интеллекта, коммуникабельности, с поведения в конфликте, насколько вообще психоэмоционально истощены,
насколько настроены на работу, насколько вы можете сработаться с другими людьми, насколько вы будете лояльны, насколько ваш потенциал, мы это тоже все делаем. Круто. Друзі, у нас сьогодні в гостях Андрій Тисленко. Це відомий спеціаліст і лікар для бізнесу, людина, що вміє навести порядок у ваших справах. Принаймні, так заявляють всі прес-релізи, які анонсують подію, яка трапиться днями, коли Андрій Тисленко для обраного кола власників бізнесу буде проводити чи то коучинг, чи то майстер-клас. Вже вибачайте за те, що я не знаю лексику, але безумовно людина цікава для прослуховування в ефірі Європи Плюс. Ви можете долучитися і безкоштовно умикнути собі цінну інформацію. Для цього заходьте на сайт europa.fm і тисніть кнопку «Дивитися». Ми продовжуємо цікавенну бесіду про бізнес із відомим бізнес-тренером, який приїхав на кілька днів в Україну і проводитиме майстер-клас для власників бізнесу. Подейкують, він лікар-хаус у всьому, що стосується ваших власних грошей. Андрій Тисленко біля другого мікрофона. Доброго вечора ще раз. Добрий вечір ще раз. Ви вивчаєте людей, але в принципі дуже багато і так спеціалістів з кадрів, з персоналу. Навіщо це вам? Но я вам хочу так сказать, специалистов, которые работают с людьми, много. Но не нужно путать людей, которые работают с персоналом, со специалистами кадрового дела производства. Это разные вещи. Ну, конечно, если говорить серьезно, то и специалистов по работе с людьми на самом-то деле очень мало. Потому что абсолютное большинство людей может давать некоторую качественную оценку людям, применять некоторые такие относительные методы, типа там 360, опросим всех вокруг и получим объективное мнение и так далее. А на самом-то деле есть более точные методы, которые называются параметрические методы, допустим, там диагностики персонала. А самое главное, что они позволяют не просто проанализировать работу отдельно взятого человека, это позволяет проанализировать его место в структуре, те требования, которым он должен удовлетворять, что он из себя представляет на самом-то деле, что из себя представляют группы людей снизу доверху и так далее. А самое печальное, что если этого не знать, то вот мы не один раз сталкивались с случаем, когда вот денег можно вогнать в компанию немерено, но сложившаяся структура персонала, она просто не позволяет и не дает возможности развиваться. И вот это одна из гигантских проблем собственника. Самое смешное, что комплексным методом анализа структуры, мотивационных составляющих, людей и так далее, к сожалению, даже курсов нет, которые этому учат. Мы вот по крохам собирали в течение десятилетий вот эти все вещи для того, чтобы делать. Даже вот когда мы проводим обучение, вот обычно раз в году на Украине или в Украине, правильно говорить, один раз в Казахстане, один раз в Москве, вот и к нам приезжают профессиональные вот как бы HR-ы. Вы знаете, для нас, для них как бы раз это взаимное всегда откровение. А як ви радите власникам, які усвідомили всю трагічність ситуації, що розганяти людей чи як? Нет, понимаете, дело-то в том, что особенно для владельцев небольших компаний, мы даем тот набор знаний, который, с одной стороны, ему самому помогает определенным образом оценивать людей. А в случае, если люди, просто не соответствуют, человек такой, какой он есть. Но всегда есть способ именно развить или определить те качества, которые нужны, и их развить. Тобто дресирувати поточних співробітників, а не наймати новых. Мы же с вами говорим, что любая компания это на самом деле машина. Машине нужен винтик определенного диаметра, шпунтик определенной нарезки и так далее. И человека всегда можно дать ему возможность подучиться под те требования компании есть. Потому что в абсолютном большинстве случаев просто идет обзвон по всем подразделениям, где кто хочет учиться, собирается это, формируется план учебы. Потом недобросовестный человек проходит это обучение, возвращается, смотрит в глаза собственника и говорит: а теперь на рынке труда я за твои же деньги стою для тебя дороже. Вот эта ситуація совершенно тупа. Друзі, я зараз тримаю в руках роздруківочку з інтерв'ю з Андрієм Тисленко, який сьогодні в ефірі, здається, з Forbes, і отут надибала цікаві такі формулювання. Є явні собственники і неявні собственники. Це як? Давайте смотреть попросту, проще на эту тему. Вот все компании, условно говоря, можно разделить на так называемые менеджероориентированные. Это там, где вся система управления настроена на защиту интересов собственника, на решение тех задач, которые есть. А в случае, когда, вы же знаете, весь кризис 2009 года показал, смотрите, когда гигантское акционерное общество, есть там куча акционеров, а на самом деле, по факту, компания принадлежит топ-менеджменту. И на самом-то деле все решения, все действия компании направлены уже не на интересы собственников, а на интересы топ-менеджмента. Фактически они становятся квази-акционерами.
А як це зрозуміти? Тобто вони подворовывают, да, или там создают дочерние компании? Ну, что значит работают в интересах? Один момент, это не я сказал, это вы сказали. Хорошо, я сказала, но потому что я не понимаю, что именно вы имеете в виду. Давайте, я просто прокомментирую вам ситуацию. Вы смотрите, берем крупнейшие компании в Америке, берем крупнейшие компании в Европе, берем крупнейшие банки. Банки разоряются, строительные компании, ипотечные компании рушатся, а менеджеры улетают на золотых парашютах, а акционеры остаются с носом. Как вы считаете, они это подворуют или же делают что-то другое? Ну, честно, я всегда хотела знать, что они делают, но всегда терялась в догадках. На самом деле это просто проявление человеческой природы. Они изо всех сил и искренне защищают интересы своей личной и своей семьи. Вот. Но как бы ситуация такова, и почему мы этим занимаемся? Потому что если топ-менеджеры, как правило, могут защищать свои интересы, у них есть гораздо большая свобода выбора, они это могут делать в нескольких компаниях, то абсолютное большинство собственников защищать интересы своей семьи, будущее своих детей, а самое главное, семьи всех, кто пойдется работать, как правило, могут слабо, потому что во многом доверяется топ-менеджменту, а с другой стороны, когда человек проработал в бизнесе 8-10 лет, он находится на грани психоэмоционального истощения. На самом-то деле возможности уже не те, мощность мозгов падает, проблемы растут. И на самом-то деле более несчастных людей, вы знаете, вот мы в период кризиса делали опросы среди людей. Вот абсолютное большинство наемных топ-менеджеров, ну я имею в виду менеджеров всего уровня, когда мы проводили анонимные опросы, вот, они писали, да нам на самом деле как бы все равно, и все эти миссии, цели и задачи, и самое главное для нас задача это сохранить прежний уровень заработной платы. В себе, да. Несмотря на то, что они лучше, чем кто-либо понимают, что компания пикирует, кризис идет и так далее. А вот знаете, меня поразило, что писали на эту тему собственники. На первом месте у них стояло сохранить, несмотря ни на что, коллектив. А когда мы потом задавали, ну вы что, с ума сошли, а ваши семьи? И так далее, и так далее. Ну хорошо, может я не понимаю что-то. Охарактеризуйте вот одним словом свое состояние, когда вы это пишете. Вот смотрит на тебя человек, который убил 15 лет жизни на вот это, и говорит, изматывающее чувство ответственности. Я бы сказал даже больше. Если вовремя что-то не сделать, то это убивающее чувство ответственности. Убивающее не только его, но и будущее его семьи, и будущее его детей. И самое смешное, бросить 5 минут и уйти в новую контору он не может. Потому что бизнес – это другое. Андрей Тысленко в эфире Европы Плюс. Увы и ах, у нас осталось совершенно немножко времени, и я бы хотела, чтобы вы его потратили на сольный монолог, если можно, в ракурсе пожелания собственникам. Если бы вам сказали, что есть одно предложение, которое спасет собственников от непредвиденных каких-то решений и непоправимых, что бы вы им посоветовали? Я бы посоветовал одну простую вещь. Хотя бы изредка смотреть на свою компанию не через розовые очки, которые одевает ему наемный топ-менеджмент, а посмотреть ее изо всех сил на то, как она есть. Как бы страшно это не было. Вот эта штука называется комплексная организационная диагностика. И все ведущие компании сейчас, кстати, и у вас в Украине, и у нас в России, как минимум раз в полгода делают ее. Но здесь очень четко нужно понимать, она должна делаться для дела, для правды, какой бы она ужасной не была, и она не должна быть пафосной. Андрій Тисленко, спеціально для Європи Плюс. Ми вдячні вам, що ви знайшли час, завітали до нас в ефір. І, звісно, хочемо подякувати за цей бізнес, які завжди знають, як привести до нас на синій диванчик, на татарочку лідерів думок, і не тільки з України. Сподіваюся, ще почуємось. Спасибо, увидимся.